Так, уважаемые коллеги, здравствуйте. Сегодня 22 апреля 2020 года. Мы проводим очередное занятие нашего лектория. Сегодня у нас занятие 7 по счету в рамках реализации проекта «Психолого-педагогическое и социальное сопровождение родительства и детства». Тема сегодняшнего нашего занятия, сегодняшней лекции — употребление психоактивных веществ детьми и подростками, что нужно знать родителям и педагогам, чтобы помочь. И сегодня у нас в гостях Садулин Азат Раилевич, доктор медицинских наук, главный врач Республиканского наркологического диспансера номер 2. Пожалуйста, слово вам, Азат Раилевич. Спасибо за любезное представление. На самом деле, сейчас, видите, мы с вами находимся в новой реальности, и эта ситуация с коронавирусом, она нас привела к тому, что я вас не вижу, а вижу монитор, но надеюсь, мы с вами с этой ситуацией справимся, и у нас будет очень хорошая, полноценная связь, комплаенс и хорошая лекция. По крайней мере, я постараюсь и буду стараться. Вот. Тема нашего с вами разговора — это будет употребление психоактивных веществ с детьми и подростками и о том, что нужно знать родителям и педагогам, чтобы помочь. Зная ваш уровень, я, наверное, не буду очень подробно останавливаться на алгоритмах психокоррекции, на алгоритмах педагогической работы. Я остановлюсь больше на диагностике, новых сведениях и на тех вопросах, которые совершенно не освещаются в прессе. Почему я считаю себя достойным, и кто может, и кто данную тему может раскрыть? Я занимаюсь данной проблемой с момента ее появления, с момента созревания вот этих новых веществ, солей, спайсов. И сейчас я являюсь экспертом многих учреждений и 2 зарубежных стран, где я представляю подобный материал. Поэтому, если у вас есть какие-то любые вопросы, вы можете их писать, и без всякого стеснения, если кому-то надо, можете даже матом писать. Я вам отвечу и дам подробное разъяснение. Хотел сказать, в начале своей лекции я всегда так провожу, что в лекции будут использованы ряд наименований, наркотических наименований, названий наркотиков, сленговые выражения. И сразу вас предупреждаю, что это ни в коем случае не идет в нарушение Кодекса Конституционной Федерации о правонарушениях КоАП РФ, статьи 6.13 о пропаганде наркотиков. Мы с вами занимаемся научной деятельностью, изучением, и вы все специалисты, вы понимаете. Поэтому никоим образом закон мы не нарушаем. Где же мы получали информацию о данных веществах, о том, что я вам расскажу? Это прежде всего база Нептун. Это база, это сеть, виртуальная сеть, которая дает информацию о новых наркотиках. Это французская база Talkspace. Естественно, это Google Академия. Естественно, это наш Medline. Skyhub. Вы знаете, что сейчас очень много статей, в том числе и зарубежных, там находятся в свободном доступе. Ну, конечно, кокрейновские базы – это базы доказательной медицины. Вот. Все эти вещи, помимо, конечно, еще и сайтов, информации, поэтому все, что я вам буду говорить, я подвергаю тщательному анализу и перекрестной достоверности. Прежде всего, я хотел бы разобраться вначале о дефинициях, потому что все-таки я врач, я человек доктор, человек науки, генетики, поэтому я понимаю, что мы можем с вами говорить немножко на разных языках. Поэтому прошу сразу извинить, если вам покажется это немножко детским. Вкратце объясню. Зависимость – это хроническое заболевание головного мозга, которое вызывает компульсивную активность к психоактивным веществам, несмотря на медицинские, социальные и юридические последствия. Также зависимость приводит к смертельному исходу и связана с множеством факторов, которые могут повлиять на социальное, медицинское, биологическое снижение качества и жизни, длительности жизни человека. Еще раз я остановлюсь на данном определении, то, что зависимость – это заболевание. И заболевание мозга. Ни печени, ни почек, ни сердца, а прежде всего мозга. Чуть дальше у меня будут серии слайдов и ролик, где я постараюсь подробно, доступно на пальцах объяснить, почему это не глупость, не блажь, а реально заболевание либо изменение поведения.
Если есть зависимость, то есть и зависимое поведение. Это уже более педагогический термин, который определяет собой как форма деструктивного поведения, выражающаяся в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния посредством приема определенных токсических психоактивных веществ, что в итоге эти вещества приводят к изменению нейрометаболизма и формируется порочный круг, когда человек испытывает желание повторить это еще раз, и вызывается уже зависимость. Вообще зависимость термин очень многогранный. Мне посчастливилось познакомиться с известным профессором. Это профессор Сасман. Он очень известный человек в мире. Он не врач, он социолог. И он занимается как раз-таки исследованиями проблем зависимости в мире. Публикуется в ведущих журналах, таких как Lancet. Это ведущий журнал, который вообще есть в биологии. Это в журнале Nature и так далее. Поэтому его классификацию я использую как инструкцию к применению, и безоговорочно я ее принимаю. Он был у нас в Уфе в конце 2019 года, мы очень хорошо с ним общались, разговаривали. И как он классифицирует зависимость зависимость в мире? Это зависимость от сигарет. И сейчас расширим это немножко от никотина, потому что вы знаете, что есть такие вещества, как снюсы, которые не относятся к сигаретам, мы тоже активно им занимаемся. Зависимость от алкоголя, зависимость от наркотиков, зависимость от секса, зависимость от игр азартных, зависимость от пищи, от еды, зависимость от любви, зависимость от пристрастия к спортивным упражнениям, зависимость от покупок, шопинг, зависимость и трудоголизм, зависимость от работы. Естественно, мы потом делим все это на химические и нехимические, но это чуть-чуть маленечко будет с вами дальше. Продолжим маленькую дефиницию, чтобы было понимание. Психоактивное вещество – это любое химическое, природное, натуральное, естественное, синтетическое, полусинтетическое вещество, способное при однократном применении. А вот там микрофон, по-моему, немножечко включен. Проверьте, пожалуйста. Это любое химическое вещество, способное при однократном применении изменять настроение, физическое состояние, самоощущение, восприятие окружающего, изменение поведения, либо давать другие нежелательные с точки зрения потребителя психофизические эффекты. А при систематическом приеме может вызывать психическую и физическую зависимость. Это определение психоактивного вещества. Вопрос наркологии, он очень забюрократизирован на самом деле, но, наверное, для облегчения нашей с вами жизни, конечно же. И поэтому, прежде чем мы говорим термин наркотик, мы должны понимать, что такое наркотик. Наркотик, согласно УК РФ, это любое вещество, соответствующее следующим 3 критериям. Первое. Обладает психоактивными свойствами. То есть это медицинский критерий. К примеру, опий, гашиш, алкоголь – это обладает возбуждающими психоактивными свойствами. Вы это потом прекрасно знаете. Бензин, ряд газов, снифинг, да, как бутан. Второй критерий. Немедицинское потребление вещества имеет большие масштабы, последствия которого принимают большую социальную значимость. Потребление наркотиков, таких как опий, марихуана, гашиш, психостимуляторы, конечно же, очень сильно влияет на качество жизни человека и на его медицинские социальные последствия. То есть это не медицинский социальный критерий. Алкоголь, вы знаете, тоже вызывает очень большие последствия, так же, как и курение табака. Но вот третий пункт нам дает уже четкость понимания, что же такое наркотик. Наркотик – это вещество, которое включено в определенный список, согласованный Минздравом. То есть, если мы сейчас говорим с вами про опий, то он есть в списке Минздрава, и он является наркотиком, подходит под все критерии. Он вызывает изменение состояния, эйфорию, он приводит к социальным последствиям, и он включен в список. Если мы с вами говорим про амфетамины, психостимуляторы, он включен в список, он вызывает социальные последствия, и он обладает медицинскими эффектами. Но если мы с вами говорим про алкоголь, он обладает медицинскими критериями, обладает социальными критериями, но он не включен в список наркотиков, вы знаете. То же самое касаемо клея, касаемо ряда лекарств, таких как барбитураты, валерьянка и так далее, касаемо вдыхания газов пропан-бутана. В таком случае мы говорим, что это вещество не наркотик, а токсические вещества. И мы обозначаем
это заболевание как токсикомания. Это очень важно, и это имеет принципиальное значение, ну и как минимум это показывает критерии качества и эрудированности, наверное, человека, который занимается данной проблемой. Поэтому еще раз, наркотик и токсическое вещество – это разные вещи. Соответственно, если мы говорим про наркоманию, то наркомания – это болезнь, вызванная систематическим употреблением психоактивных веществ, включенных в государственный список наркотических веществ, проявляющихся психической и физической зависимости от них, то есть соответствующие всем трем критериям. Соответственно, токсикомания – это болезнь, которая вызвана систематическим потреблением психоактивных веществ, но которые не включены в государственный список наркотических веществ, но при этом могут формировать психическую и физическую зависимость. С точки зрения врача-аддиктолога отличий в подходах нет в терапии. Механизмы, алгоритмы формирования, они идентичны, являются одни и те же. Разграничение лежит в уровне юридической плоскости. Итак, если мы продолжим с вами классификацию профессора Сасмана, то мы зависимость с вами делим на два типа. Это химическое, это понятно, да, то есть вещество, которое приходит к нам извне в виде какого-либо химического реагента. Алкоголь, наркотики, газ пропан, клей БФ и так далее. Либо нехимический, к которому мы относим любое изменение внутреннего баланса веществ, вызывающих удовольствие. Это переедание, это зависимость от любви, зависимость от спортивных упражнений, зависимость от покупок и так далее. То есть то, когда человек не вводит в себя химическое вещество, а пользуется своими внутренними химическими эндорфинами. Если мы говорим с вами про классификацию, то вы можете посмотреть, соответственно, у врачей есть классификация болезней, и нам довольно-таки просто. И все виды зависимости химической мы классифицируем по определенному критерию. Это алкоголь, это кофеин, это каннабис, галлюциногены, ингалянты, опиоиды, седативные снотворные вещества, анксиолитики, психостимуляторы и табак. Вы видите, что классификация МКБ-11, она была разработана в ВОЗ в прошлом году, и с этого года она будет применяться врачами, в том числе России и стран ближнего зарубежья. И, как вы видите, есть пункт зависимости от кофеина, куда относятся в том числе кофеин, содержащие препараты, энергетики и так далее. То есть это подчеркивает проблему медсообщества, то, что кофеин является психостимулятором и может формировать зависимое поведение. Прошу это учитывать, что кофе это не просто так. Соответственно, у нас есть небольшие дефиниции продолжения. Это полинаркомания, это одновременная зависимость от двух и более наркотиков, политоксикомания, понятно. И есть осложнение наркомании, когда зависимость от наркотического и другого ненаркотического вещества. Соответственно, есть уже дефиниции, которые расширяют наркоманическое поведение, наркотизм и так далее. Это слова, которые мы можем употреблять уже без клиники формирования заболеваний. То есть это слова, которые можно применять в том числе и не врачами, потому что наркомания – это диагноз, а наркотизм, поведение эпизодическое – это все-таки уже больше относится к описательной части личности человека. Итак, как мы можем предполагать и ставить диагноз зависимости от психоактивных веществ? И каким образом мы, врачи, понимаем, что это заболевание? Первый критерий – это непреодолимая тяга к поиску и приему препарата. Если мы говорим про наркозависимого, то вы прекрасно понимаете, на что он может быть готов для того, чтобы получить дозу наркотика. Если мы говорим про алкоголь зависимого, то это человек, который может совершать такие действия, которые бы он никогда не сделал вне фазы обострения. Прыгать с высоты, грабить, что-то еще. То есть это непреодолимая тяга к поиску и приему препарата. Наркотического либо токсического. Второй критерий – это потеря контроля при ограничении приема. То есть, если вы, наверное, знаете, я думаю, многие из вас потребляли алкоголь и понимаете, что такое контроль. То есть вы можете, к примеру, выпить 100-150 грамм вина, шампанского и так далее, но при этом вы вполне понимаете, что через полчаса-час вы завершите, пойдете домой, и все будет хорошо. Так вот, человек с зависимостью так сделать не может. Он будет пить до конца, пока у него есть возможность вообще стоять на ногах.
и появление негативного эмоционального эффекта. Если мы с вами, когда пьем алкоголь, то мы испытываем, в принципе, физиологическое, то есть не физиологическое, токсическое удовольствие. Алкозависимый удовольствие испытывать не будет. У него будет тревога, дисфория, раздражение. Опять-таки при невозможности это реализовать. Если, к примеру, мы с вами, даже если запланировали прием алкоголя и его не осуществили, то нам ничего страшного не будет. Ну, подумаешь, не получилось, не получилось. У алкозависимого при этом будет очень выраженное раздражение, тревога и нарушение поведения. То же самое касаемо подростков. Если мы сейчас говорим про токсикомана, если его изолировать от приема там, бензина, клея и так далее, то у него что? У него будет вспыльчивость, раздражение, негативный аффект. И поэтому, когда вы общаетесь с подростком, который находится в стадии заболевания, не надо принимать это негатив, который он изливает на свой счет. Это проявление болезни. Вы же не будете ругать пациента, который кашляет, у которого понос, у которого, извините меня, запор за выражение, да? Это проявление болезни. То же самое, негативный эмоциональный эффект пациента – это проявление болезни. И поэтому надо его просто воспринимать и никаким образом не реагировать на него аффективно и не вступать с ним в эмоциональную связь. Здесь я вкратце дал характеристики этапа формирования заболевания, то, что такое здоровье, что такое злоупотребление, что такое уже нарушение. Поэтому я это оставлю, когда у вас будут время, посмотрите слайды, если вам будет интересно, можете использовать в своих презентациях. Начнем мы с вами с этанола. Этанол – это алкоголь, вы, наверное, прекрасно знаете. Вот он с вами здоровается. Алкоголь – это вещество, которое знают практически все в этом мире. Он содержится в продуктах, он содержится в жидкостях и обычно поступает через рот. Мы его выпиваем. Алкоголь поступает в организм, начинает что? Действовать на нашу систему организма, вызывая определенные изменения состояния. Наверное, многие с этим знакомы, и мир меняет свое мироощущение. Алкоголь, прежде всего, всасывается в желудке. Чтобы ему было удобнее всасываться, чтобы не было нарушений, у алкоголя есть очень интересная функция, прежде всего крепкого алкоголя. Для того, чтобы не уйти в пустоту, он вызывает спазм пилорического сфинктера. И просвет желудка закрывается. И, соответственно, алкоголь получает возможность всосаться максимально возможное количество. И поэтому, как вы знаете, после всасывания алкоголь поступает в печень, поэтому вы знаете, что страдает печень, и в головной мозг. Соответственно, при поступлении в печень у нас выделяются с вами очень интересные вещества, которые начинают его разрушать. Алкоголь дегидрогеназа. Это вещество, которое действует на молекулу спирта и вызывает его нарушение совместно с альдегид-дегидрогеназой. И, соответственно, молекула спирта превращается в довольно безвредное вещество и метаболизируется в печени. Но некоторая часть молекул этанола поступает в головной мозг, где вступает в контакт с нашей лимбической системой. Лимбическая система – это та зона, которая дает нам удовольствие от восприятия. Как это происходит? У нас есть такой механизм, называется ГАБА, глутамат, и который последует выделению глутамата. Это мы тоже позже коснемся. Глутамат – это механизм, который вызывает торможение. Он позволяет нам с вами не делать глупые поступки и контролировать свое действие. И вот алкоголь вызывает увеличение глутамата, что, в свою очередь, в мезолимбической системе приводит к увеличению выработки эндорфинов. И прежде всего вещество, которое называется дофамин. Я вам очень подробно про него расскажу. Дофамин – это вещество, которое дает нам уровень радости. Это вещество, которое заложено природой, и на него реагируют эндорфины. Эндорфины – это когда нам комфортно, приятно, когда мы всех любим, со всеми разговариваем, и вызываются очень приятные ощущения, субъективно приятные ощущения. Вы, наверное, видели человека пьяного, он обнимает, ко всем целоваться лезет. Да? Вот это вот действие как раз-таки эндорфин. Однако вы знаете, что у нас с возрастом происходит изменение функций как печени, так и функционирования наших систем мозга. Происходит жировая деградация, изменение тонуса мышечной стенки, происходит изменение обмена веществ, скорости обмена.
Если мы сейчас рассмотрим этот вариант, то при неактивной печени, которая с возрастом свою активность резко подавляет, либо из-за хронических болезней, у человека может быть такие неприятные вещи, как синдром отмены, абстиненция и нарушение восприятия, и может привести даже к нарушению печени. Алкогольная болезнь печени – это одна из тех функций, от которых умирают наши пациенты. Это цирроз печени. Алкогольная болезнь печени является входит в тройку лидирующих причин смерти, которые есть в мире. Таким образом, если сейчас мы говорим про эндорфины, эндорфины – это очень приятные, на самом деле, вещества, они позволяют нам выживать, любить детей и так далее. Но проблема в том, что эндорфины вместе с торможением глутамата, который мы уже с вами обсудили, приводит к тому, что мозг получает чрезмерно активное подкрепление, которое воспринимает как субъективно приятное. И рано или поздно у человека этот запас заканчивается. И возникает что? Бессонница, головные боли, нарушение самочувствия. И человеку надо уже с утра принять алкоголь, чтобы снова был день сурка, и чтобы ему снова было комфортно. Но если вы знаете, вот у вас у всех есть кошелек, если вы рано или поздно тратите все деньги, то у вас денег просто не останется. И вам придется снова идти куда-то и просить эти деньги. Вот то же самое происходит с нашим мозгом. Чуть подробнее я вам это тоже все объясню, поэтому, если непонятно, я дорассказываю, очень подробно все это разжую. И получается так, что наш организм приступает к тому, что мозг не получает алкоголь. Я вам сейчас скажу основные факты про алкоголь. Это из доклада ВОЗ. Как вы знаете, ВОЗ отслеживает уровень потребления алкоголя, и, как ни странно, алкополитика России, она является сейчас очень хорошим критерием для примера во всем мире. Но, тем не менее, практически 3 миллиона смертей в мире, это, получается, 3 Уфы практически умирает от вредного действия алкоголя. Это в течение года. Вредное употребление алкоголя является причинным фактором более чем 200 заболеваний и нарушения здоровья. До 5% общего глобального бремени болезни – это бремя болезни – это вклад болезни в наш валовый доход. Согласно оценкам ВОЗ, дают годы жизни, утраченные из-за приема алкоголя. Потребление алкоголя в возрасте 20-39 лет является причиной 13,5 случаев смерти. Это травмы, повреждения, поражения и так далее. Существует причинно-следственная связь между вредным потреблением алкоголя и целым рядом психических расстройств и других неинфекционных заболеваний здоровья. Также установлены причинно-следственные связи между потреблением алкоголя и такими заболеваниями, как туберкулез, ВИЧ, СПИД, гепатит и так далее. Также вы прекрасно понимаете, что помимо последствий лично для здоровья, алкоголь наносит очень грубый и тяжелый вред для экономики страны и для каждой отдельной семьи в целом. Очень часто меня как нарколога спрашивают, и буквально вчера у меня был прямой эфир на БСТ, спрашивают о безопасной дозе алкоголя, вообще есть ли он или нет. Алкоголя безопасного нет. Любая доза алкоголя это является токсической и приводит к грубейшим изменениям в поведении и здоровье человека. Есть регламентированный ВОЗом, скажем так, низкорисковая доза алкоголя, которую они назвали одним стандартным дринком. Вот стандартный дринк входит 285 мл светлого пива, 30 мл крепкого алкоголя и 100 мл вина. Соответственно, для мужчин должно быть не более 4 приемов в день, а для женщин не более 3 приемов в день. Но в течение недели должно быть не более 14 приемов, а в течение недели для женщин не более 7 приемов стандартных дринков в неделю. Это не значит, что можно за неделю накопить, а в пятницу оторваться. Это доза алкоголя, которую без выраженного долгосрочного вреда для организма мы можем допускать в течение указанного в правом углу
а, недельного плана. Повторяю еще раз, что низкий риск – это не отсутствие риска, это просто низкий риск. Также я скажу вам, что согласно глобальной базе данных показателей целей в области устойчивого развития и здравоохранения, это тоже под раздел ВОЗ, конечно же, показано, что прием алкоголя снижает самоконтроль и способствует резкому повышению поведения, сопряженного с риском, например, небезопасным половым контактом, что очень характерно для подросткового и ранее юношеского возраста. Пьянство является первой причиной травм, включая ДТП, травмы при падении с высоты, травмы при падении на плоскости и так далее. Также алкоголь, вы знаете, приводит к насилию, особенно со стороны близких. Мы сейчас говорим про семейный буллинг, про семейное насилие. И, конечно же, к преждевременной смерти. Также мы можем сказать, что алкоголь, его потребление может привести к проблемам со здоровьем и в более поздний период жизни, то есть не сразу, а через 5, через 10, через 20 лет отразится в виде цирроза или алкогольной кардиомиопатии, которая будет снижать длительность нашей жизни. Всем привет. Итак, какие же у нас есть преддиспозиционные моменты, чтобы ребенок имел социальный риск стать зависимым? То есть первая колонка, которая находится от вас слева на экране, это факторы, которые так или иначе могут привести к развитию аддиктивного поведения. Это жестокое обращение с детьми, отсутствие заботы о них, нарушение психического здоровья, низкий социальный статус, раннее начало употребления психоактивных веществ и наркотиков, негативный школьный климат, тут уже про буллинг, дисгармоничные семьи, семейные истории употребления наркотиков или психических заболеваний в анамнезе, негативные личностные факторы, например, поисковое поведение и незавершенное школьное обучение. Почему я обращаю на это внимание? Потому что вы при психоконсультировании можете эти факторы учесть и построить свое взаимодействие с этим ребенком либо с этой семьей. Какие же факторы являются благоприятными и позитивными? Это психическое здоровье и неврологическое развитие согласно возрастным стандартам медицинским. Это наличие у ребенка, у подростка, юноши навыков совладания ситуацией, адекватные копинг-стратегии, проживание в безопасных районах, это макросоциальный фактор уже, качественная школьная среда, отсутствие буллинга, наличие возможности личностного роста, проживание с родителями, полная семья в эмоционально благополучной семье, среде, устойчивое социальное взаимодействие как со сверстниками, так и со всеми остальными. И, конечно же, благоприятные личностные факторы. Избегание вреда, адекватность, наличие, мы, биологи про это говорим, наличие хорошей орбитофронтальной коры, которая подавляет лимбическую систему. Очень интересно, мне нравится теория социальной экологии Бронфенбреннера, которую он озвучил в 1979 году, когда личность, отдельная личность рассматривается как вложенные внутри комплекса взаимосвязанных систем, которые включают в себя индивидуальные, семейные и внесемейные факторы. И поведение рассматривается как продукт деятельности человека, взаимное действие между индивидом и этими системами и отношения между этими системами друг с другом. Довольно простая интерпретация, она также отображена в трудах Макаренко, очень интересно, она также отображена в трудах Личко. Я думаю, что вы о них знаете, просто не мог не указать на всякий случай эти факторы. Тут вот сбоку есть табличка, я думаю, тут ничего сложного, на английском все очень понятно. Если что-то, я потом вам могу отдельно это объяснить. Не буду на этом долго останавливаться. И, конечно же, как доктор, я не могу вам не сказать про ту совокупность факторов исследования и уровня риска для формирования зависимого поведения. Конечно же, мы можем говорить здесь о генетических особенностях. Тут уже есть очень много данных, таких как и даже поговорок «от осинки не родятся апельсинки», да, вы знаете прекрасно. Это личный путь генетический, личная генетика. Совокупность информации генетической от двух родителей. Второй очень важный фактор риска – это окружающая среда. Мы это уже обсуждали на прошлых слайдах. Это, конечно же, образ жизни, это микросоциальные факторы, школа, семья и так далее. И очень важен эффект лекарства, вводимого наркотика. Если мы сейчас говорим про психостимуляторы, как вы знаете, соли, спайсы и так далее, они вызывают очень высокую наркогенность, обладают, и, соответственно, если ребенок начинает потреблять с них, то риск его формирования как наркомана гораздо
большей, чем при других менее наркогенных веществах. Я одно время очень долго пытался подобрать объяснение, почему формируется зависимое поведение и каким образом оно может быть у человека, как его объяснить тем, кто не биолог. И буквально однажды я летел в самолете, я не помню, по-моему, в Казахстан, я там читал лекцию и читал в самолете очень интересный роман Харуки Мураками, наверное, вы его знаете. Это называется «Пинбол 1973». Вообще Мураками очень интересно описывает, в том числе и девиантное поведение, и алкоголизацию, и наркоманию, рок-н-ролл и так далее. И есть очень интересный у него цитат, который я написал, привел здесь чуть ниже. Вот. Наверное, вы ее прекрасно понимаете, я не буду ее разбирать, просто для красоты, ну и место просто пустое было, я ее разместил. Почему же пейнтбол? Нашел один интересный ролик, где зависимость показывается с точки зрения игры в пейнтбол. Я думаю, что вы знаете, что это за игра, это когда нужно попасть шариком в определенное место, и вы получаете количество баллов. И вот, грубо говоря, наша система дофамина устроена таким образом, что у нас есть рецепторы и есть дофамин. И при попадании дофамина мы получаем довольно большую дозу удовольствия через рецепторы. Вот. И если мы с вами обсуждаем действие удовольствия, которое нам приносит еда, чтение книг, спорт, секс, то в этом всем задействован дофамин. И чем больше происходит его выделение, тем больше наш мозг интерпретирует все это как удовольствие и воспринимает как субъективно приятное состояние. Но у нас с вами есть определенное ограничение количества этого самого дофамина, грубо говоря, конечно, это не биологически, поэтому иногда человек прибегает к искусственному высвобождению дофамина. Это химические вещества. Алкоголь, наркотики, клей. И организм что? Получает математически более большую дозу молекул дофамина. Попробовав один раз, человек, допустим, в данном случае вводя наркотик, он получает математически большее удовольствие, нежели в норме. Это как, к примеру, если вы пошли, купили какую-то вещь, которая стоит 1000 рублей, но если вы купите вещь, которая такого же класса, такого же, ну, допустим, машину купили за 100 000 рублей, то машина за 1 000 000 будет, конечно, гораздо лучше. Вот тут то же самое. Возникает механическое увеличение активности рецепторов, которые мозг воспринимает как субъективно гораздо более сильный эффект. И мозг получает гораздо более интенсивное наслаждение от данного действия. Но у нас организм устроен таким образом, что есть обратная связь, и все лишнее рано или поздно убирается. Радости быть много не может. И, соответственно, мозг человека просит еще, ему понравилось. И он просит еще и еще. И, соответственно, организм получает бомбардировку дофамином, веществом, которое является интерпретацией нашей химической радости. Потому что же ему хорошо. Наш мозг заложен так, чтобы нам с вами было приятно. И происходит утрата контроля. Происходит бесконтрольное поведение. Бесконтрольная трата, например, денег. И происходит уже что? Обратная связь. Как вы знаете, если вы одеваете какую-то обувь чаще, чем другую, то обувь быстрее изнашивается. Во-вторых, в природе есть закон обратной связи. Чем больше вы нагружаете какой-либо орган, тем больше этот орган страдает. И вот, соответственно, у нас идет так называемое повышение толерантности или устойчивости. И уже тот привычный уровень удовольствия, который у нас с вами есть, который есть также у наркозависимого, алкозависимого, он уже его просто не устраивает. И чтобы ему вернуться в нормальный наш с вами образ жизни, наш уровень функционирования, ему что? Ему необходимо синтетическое, искусственное
подпитка в виде введения наркотика или алкоголя, или вдыхание клея, или вдыхание каких-либо наркотических средств, марихуаны, гашиша и так далее. Но при всем при этом он получает сниженный эффект. Как мы с вами получаем нормальный эффект, наркозависимый получает такой же нормальный эффект, просто чтобы жить. И поэтому алкозависимому или наркозависимому алкоголь уже не приносит той радости, которую приносит в самом начале его проб, в начале его жизни. И он уже не приводит к тому катастрофическому выделению рецепторов, дофамина и взаимодействия с рецепторами, которые и так уже все подбиты. И человек пытается получить радость, а радость он не может. Все равно, что, допустим, мы с вами голодные, хотим наесться, кушаем, а наесться не можем. Вот примерно на этом и построен порочный круг наркозависимого, алкозависимого. И по сути это далеко не плохие люди, это не, как мы их называем, ненормальные, что им не хватает. Да, им не хватает уже своей внутренней нейробиологии. И поэтому одним грубым усилием, одним грубым словом, одним действием и побуждением к воле, перестань пить, там, тебя бросит семья, перестань пить, ты умрешь, невозможно ничего не изменить. Я всегда привожу пример своим аспирантам и докторантам и студентам, что возьмите пациента с соплями, скажите ему, а как тебе не стыдно? Давай перестань сопливить. И вы думаете, он перестанет? Да, конечно, нет. Поэтому, когда моим пациентам говорят, перестань пить, но это примерно то же самое, как пациенту с астмой перестань кашлять. Или пациенту с аппендицитом перестань зажимать свой живот. Или пациенту с переломом перестань стонать. Ну, это физиологический ответ на нефизиологическую проблему. Поэтому это болезнь. Итак, мы с вами коснулись слова нейротрансмиттеры. Нейротрансмиттеры – это вещества, которые дают нам возможность думать, жить и воспринимать реальность. Они делятся на два типа. Это нейромодуляторы и нейромедиаторы. В чем их отличие? Нейромедиаторы, как мы с вами уже обсудили, это вещества более долгого действия. Они действуют часами, даже иногда днями. К ним относится гамп, который мы с вами видели в первом ролике, который подавляет активность коры, и глицин. Вы, наверное, многие из вас, вот у меня есть пациенты и близкие, которые кладут под язык таблетку глицина и быстро-быстро засыпают. Наверное, тоже так некоторые из вас делают, либо слышали об этом. Да, гамп тормозящий медиатор, он вызывает сон. Глицин тоже медиатор тормозящий, он тоже вызывает сон, особенно если вы устали. Вы, наверное, замечали, что бывает так, что сильно устал, выпил алкоголь и тут же потащил сон, хотя даже не собирался спать. А есть возбуждающие. Глутамат, аспартат, ацетилхолин. Это сложно объяснять, просто для вашего общего понимания. Соответственно, есть нейромодуляторы. Это вещества, которые действуют буквально от доли секунд до минут. К ним относим аденозин, дофамин, норадреналин, серотонин, мелатонин. Почему я говорю про дофамин? Дофамин как раз это тот нейромедиатор, который дает нам с вами ощущение удовольствия, радости от жизни. Вообще, если пойти далеко, то дофамин создан природой для млекопитающих с целью продолжения жизни данного вида млекопитающего. Потому что нам нужно для того, чтобы мы с вами жили много-много-много тысяч лет? Первое, чтобы мы не умерли как субъект, нам нужно питаться и кушать. И второе, нам надо продолжать род. То есть, чтобы у двух видов разнополых был секс. И, соответственно, дофамин, он регулирует две эти функции. Еду и секс. И чтобы млекопитающее выживало и жило дальше, природа сделала так, что это приносит удовольствие. И вот алкоголь, наркотики вторгаются в эту систему и работают с этой базовой фундаментальной ценностью. И поэтому попробуйте, вот, когда вы говорите пациенту или человеку с зависимостью, там, не пей, там, да, не кури, не колись, попробуйте сказать себе: не ешь. Не ешь, когда охота. Вот примерно так же и будет чувствовать себя пациент или зависимый. Ну, это сложный алгоритм, мы его сейчас маленько с вами обойдем. Поэтому вы, наверное, все знаете песню Beatles «All You Need Is Love», довольно известная песня из альбома Yellow Submarine.
Вот. Если мы сейчас перефразируем их песню к нашему реальности, то all you need is dopamine. То есть всем нам нужен дофамин для того, чтобы мы могли любить, жить и радоваться жизни. И вот эта как раз система дофамина, она вовлечена в процесс нашего настроения. И есть очень много доказательных фактов, эффектов, когда мы говорим, и есть признание, что дофамин влияет и на синдром гиперреактивности, и на развитие аутизма, и на развитие шизофрении, и на развитие депрессии, и на развитие аддиктивного поведения. Поэтому дофамин, он исследуется всегда психиатрами, наркологами, нейробиологами, кто исследует аддиктивное поведение или психические заболевания. Открыли его Питер Милнер и Джеймс Олдс, если это вдруг будет интересно. На этом по алкоголю мы с вами немножечко завершим, переключимся на другую активную тему. У нас время тихонечко бежит уже очень быстро. На дизайнерские наркотики и снифинг. Снифинг – это беда современности. Я занимался этой темой более 2 лет, и сейчас даю консультации по этому направлению, как в Минздраве, так и в других организациях. И снифинг – это от слова to sniff, вдыхать, ингалировать. Ингалировать бутан. Он содержится в газе для зажигалок, содержится также в медицинских некоторых веществах, также содержится он в дезодорантах, освежителях воздуха и так далее. При его ингаляции возникает эйфорический эффект, расторможенность, длительные галлюцинации, ощущение полета. И он довольно быстро прекращается, но газ липофильный, он связывается с жировыми клетками нашего организма, поэтому возможна его аккумуляция, накопление. Это относится к токсикомании, как мы с вами уже обсудили, по всем данным, в том числе данным ООН, это относится к токсикомании. То есть газ бутан – это не наркотик. И поэтому, когда, помните, у нас каждый год весной и осенью бывает всплеск, и погибают дети, и возникает такое популистское решение, давайте запретим газ, продавать зажигалки детям, ну, это глупость, и это невозможно. В то же время скажу вам, что снифинг это является реальной проблемой, и погибает довольно много людей. Вот у меня есть данные доклада от начальника управления криминалистики Следственного комитета РФ Виктора Тюкова, что в 16, 17, 18 году погибло 361 ребенок. Это довольно большие цифры, и это реально страшная проблема. Как дети употребляют газ, чтобы вы понимали? Во-первых, это возможно употребление через впрыскивание в мешок, распыляется в мешок, потом он надевается на лицо и перемешанный кислородом с воздухом газ ингалируется человеком. Распыление в контейнер, в коробку и дыхание. Распыление в ротовую полость или непосредственно носовую полость крайне редко, уже у опытных, потому что довольно велик риск смертельного исхода. И распыление на ткань, на марлю, после чего вещество продыхивается и попадает в организм. Это, наверное, может быть, видели, как с хлороформом работают. Там бриллиантовая рука, там, по-моему, было операция И, когда пропитывается марля хлороформом, касается носа, и человек тут же засыпает. Вот примерно так же и делают дети. Они распыляют газ или наливают зажигалки газ на ткань и прикладывают к носу и делают короткий глубокий вдох. Соответственно, в чем опасность? То, что формируется очень быстрый эффект и быстрое восстановление, что, опять-таки, учитывая активность метаболизма детской системы, приводит к тому, что детям это нравится. Кроме того, как мы уже сказали, что бутан, липофильное вещество, вызывает периферическая нейропатия, что в свою очередь приводит к снижению когниции и контролирующей функции коры. Соответственно, ухудшению всей соматической системы, и кроме того, снижение контроля приводит к чему, что ребенок все сильнее, сильнее, сильнее начинает потреблять психоактивные вещества, то есть деградирует. Также вызывает изменения в центральной нервной системе. Все это, конечно же, было доказано и неоднократно показано, ну, в том числе и на животных. Ну, давайте мы с животными тихонечко завершим, им и так тяжело досталось, перейдем обратно к людям. Здесь вот есть для специалистов, может быть, тут есть биологи, либо психогенетики. Слайд я оставил, думал, долго оставлять или нет, но пусть будет, кому надо, можете почитать, понять. Если непонятно, я могу объяснить вам уже в частном порядке, чтобы всех долго здесь не задерживать. Если мы дальше с вами переключимся на наркотики, на новые наркотики, вы, наверное, знаете такое жаргонное выражение «кристаллы».
Кристаллы, кристаллиус, меф, снежок, пыль и так далее. Тут есть очень интересный роман, автобиографическая повесть Булгакова, известнейшего русского, российского гения, да, в романе «Морфий», где он описал действие наркотика на организм человека, на организм просвещенного человека, врача, в то время врачом это была элита просвещенная, грамотная, и как волевой человек не смог избавиться от этой привычки. Почитайте, если будет время на досуге, очень интересный роман. Кроме того, мы со студентами раз в год, я веду студенческий кружок, мы разбираем этот роман, у нас есть интересные слайды, если вдруг это нужно будет, довольно интересно и легко потом можем дальше адаптировать уже как внеклассный урок. Но это попозже. Итак, мы сейчас с вами говорим про новые наркотики, New Psychoactive Substances. Это новые психоактивные вещества. Проблема в том, что эти вещества стремительно вышли на рынок. Вы, наверное, сами помните, как в конце 2001 годов, в начале 10-12 года везде висели плакаты со словом «Spice», «Соль для ванн», и это продавалось буквально в магазине, в табачных лавках и так далее. На самом деле, что это было? Это было некое природное вещество, которое пропитывали или опыляли, обсыпали химическим веществом, которое при курении попадало в организм и также проникало в мозг. На самом деле это была химия. На сегодняшний день, к началу 2019 года, зарегистрировано уже более 700 новых подобных соединений, и сейчас весь мир испытывает большую угрозу в связи с их активным распространением. Эти наркотики, они совершили практически переворот как в наркорынке, так и в сфере наркопотребления, так и в сфере оказания медицинской помощи. Но это уже специфические знания, я вам потом, если интересно будет, тоже могу рассказать. Здесь я привел данные ЕМС-ДДА, это Европейский центр мониторинга наркоситуации, по веществам и по росту. Смотрите на левый верхний график, который заканчивается в 2016 году на 50 тысячах конфискаций, и на 2018 год, когда конфискация уже 80 тысяч. Я смотрел данные предположительные за 2019 год, их еще анализируют, конфискации уже идут более 100 тысяч. Это на Европу, это без учета России и Америки. Это очень огромная цифра, потому что конфискации марихуаны, к примеру, составляет 25-30 тысяч случаев. Копия еще меньше. Поэтому сейчас мы с вами готовимся к новой реальности, и эта реальность будет далеко не легкая. И пациенты, и подростки на зависимости от новых наркотиков, они очень сложные, и вы, наверное, уже это, в своей жизни почувствовали. Если у вас вдруг есть какой-то опыт общения с ними, я бы рад был с вами пообщаться на эту тему, потому что это тема моей докторской, это тема моей докторантки, это тема исследования моих аспирантов и одна из сфер моих интересов. Также здесь вот есть погруппно разбивка детекции. Если вы видите, основной пик веществ пришел на 2015 год, на середину этого десятилетия. Почему? Потому что после того, как с этой ситуацией стали обладать компетентные органы, пошли экстренные протокола по предотвращению, превенции и внесению изменений в законы о наркотиках уже в каждой стране, в каждом регионе. У нас с 2015 года тоже был изменен закон, и что наркотики вот эти новые наркотики были отнесены к группе именно наркотиков. То есть вот это все, то, что это не наркотик, прочее, это все было завершено. Какие же причины их появления на нелегальном рынке? Во-первых, это снижение доступности классических наркотиков. Все-таки ООН, наркополитика и наше МВД хорошо работает, и наркоконтроль хорошо работали, и предотвратили выход на рынок вот этих классических наркотиков. Во-вторых, изменение мировой политики, появление стран, свободных с криминальным потенциалом. В-третьих, все-таки люди опиаты это не очень любят на самом деле. Они больше любят психодислептики, эмпатогены, и эти новые наркотики дают им такие ощущения. Ну и в-четвертых, конечно же, это цифровизация. Вот сейчас даже мы с вами уже переходим на цифровое общение, да, не на личное общение, на цифровое, и вот эти все наркотики, они передаются через цифру.
которую довольно сложно понять, найти, и серверы расположены далеко не на... Если это раньше было, грубо говоря, поехали люди на Вологодскую, в Цыганские дворы, купили, хлопнули и так далее, то сейчас это практически невозможно сделать в рамках простой операции полиции. То есть это очень серьезная работа. Какие же есть риски потребления новых наркотиков? Я здесь привел цитату из статьи Дэвида Ната. Это президент был имперской комиссии по борьбе с наркотиками Британии. Очень известный человек, недавно у него был день рождения. И он, какие есть риски для человека, потребляющего новые соединения. Во-первых, это, конечно же, острое нарушение психического, физического состояния в интоксикации, как возникновение серотонинового синдрома. Серотониновый синдром – это практически мгновенная смерть человека от перегревания, гипертермии, обезвоживания и так далее. Опасности для психического и физического здоровья в результате хронического употребления, формирование зависимости, инфекции гепатитом С, ну и прочие смертельные заболевания, цирроз, гепатит, кардиомиопатия и так далее. И, конечно же, социальные риски, такие как невозможность управлять автомобилем, сексуальные действия с повышенной степенью риска и, конечно же, агрессивное поведение во время интоксикации. Еще добавляются определенные шизофреноподобные симптомы, такие как паранойя, интоксикационные психозы и так далее, что характерно для новых психоактивных соединений. Я провел исследование анализа рынка, вступал, можно сказать, в конфликт главным наркологом как России, так и нашей республики, когда у нас по статистике было, что их не было. Я привел данные на исследовании более 50 тысяч человек, что у нас превалирующий рынок занимают новые соединения. Мы опубликовали в ведущих журналах России и зарубежья в базе Scopus данные статьи, и они пользовались очень серьезным отзывом и серьезной критикой. Я могу выдержать любую критику, и я до сих пор говорю, что на нашем рынке, как минимум Башкортостана, новые наркотики занимают доминирующее положение, и непосредственно к ним нужно применять совершенно новые психопрофилактические мероприятия. Если мы посмотрим поквартально, то, конечно же, как и для любого вещества, характерно колебание. Колебание зависит от рынка, от изменения законов. Видите, 2015 год приняли закон, и резко упало. Вот, по графику, да. В то же время всегда идет повышение потребления новых соединений в зимний период, потому что летом появляются природные наркотики, такие как марихуана и опий, которые наркозависимые добывают, скажем так, из натурпродукта. Соответственно, зимой мак и каннабис вырастить довольно сложно, им приходится закупать уже готовые дешевые соединения. Как же происходит форма выпуска? Это может быть в виде порошков, кристаллов, гранул. Это может быть прессованная форма в виде таблеток. Это может быть имитация растительной формы. Это спайсы, миксы, то, о чем я вначале говорил, когда берется некая трава и на нее распыляется химсоединение. И в последнее время появились, так скажем, непонятные формы, редкие. Это в виде капсул, жидкости для сигарет электронных, для вейпов, жевательной резинки и свечи. И наиболее частый прием – это прием через рот, это вдыхание и прием через курение. Редкие. У меня были пациенты, которые кололи в мышцу, рассасывали, закладывали за щеку буквальный, даже в виде свечей вводили. И даже была девушка, мы описывали с коллегой из Ростова-на-Дону, она вводила интравагинально. Вот такие у нее были пристрастия. Там, конечно, маленько другие вещи были еще в голове, но такой путь введения у нее был. Видите, как случаи изъятия растут. Очень часто в последнее время подаются как готовые растворы, поэтому это в виде назальных спреев, а также жидкости для сигарет. Поэтому я сейчас очень сильно поднимаю вопрос подростковой превенции. То, что дети вводят пульверизаторы, вбрызгивают в нос, и никак это не по следам вен, не по изменению слюнотечения практически невозможно определить. Он впрыснул, нос пошел дальше. И ничего вы не почувствуете, не унюхаете, и ребенок будет уходить все глубже и глубже в наркозависимость. Тут я для специалистов, и кому это интересно, дал небольшую классификацию, для того, чтобы мы с вами могли разобраться, понимать. Она больше для специалистов.
опять-таки, если кому-то это интересно реально будет, я могу дать уже такое, ну, личную консультацию уже вне общего нашего с вами эфира. Какие же, ну, это уже завершающий слайд, как вы и говорили, надо вложиться было в час времени, поэтому практически в час мы с вами уложились. Какие оптимальные стратегии, рекомендованные ВОЗ, сейчас есть по превенции детской зависимости, подростковой зависимости? Это прежде всего регулирование маркетинга алкогольных напитков. Прежде всего, который имеет под собой цель наиболее позднюю инициацию приема алкоголя. То есть чем ребенок позже попробует, тем он менее рисково будет потреблять в дальнейшем. Регулирование и ограничение доступа к алкоголю. Ну, вы это знаете, вы это проходили. Буквально недавно было ограничение на 14 дней практически, да, указ президента, главы нашего региона. Во время карантина во время самоизоляции было ограничение алкоголя. Эту вещь даже отметили в таких журналах, как New York Times, как очень хороший регуляторный механизм. Мне вот звонили и спрашивали, многие наши федеральные журналы выходили на связь, и наши региональные журналы. Введение в действие надлежащей политики в отношении управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. У нас это активно применяется, вы знаете, что наказание ужесточилось. Это очень неплохо. Уменьшение спроса с помощью механизмов налогообложения и ценообразования. Водка дорожает, алкоголь дорожает, акцизы растут. Вот это как раз таки идет в рамках стратегии ВОЗ. Повышение информативности и политики поддержки. Вот сейчас ваш грант как раз таки об этом говорит, что вы тоже находитесь в русле трендов World Health Organization. Обеспечение доступного недорогого лечения для людей с нарушениями и которые уже имеют степень заболевания. Это делаем мы, врачи, и сейчас моя задача как главного врача снизить порог доступности, чтобы пациент мог прийти в клинику и получить доступ буквально с колес, день в день, без всяких там долгих анализов, без всех этих там справок, чтобы он пришел, полечился и ушел. И таким образом мы снизим заболеваемость. Осуществление программ скрининга и мер вмешательства в отношении опасного вредного приема алкоголя. Это мы тоже разрабатываем, у нас тоже сейчас есть грант по информационной аналитике уровня приема алкоголя гражданами по методу self-report, самоопроса. Ну и программа скрининга, вы знаете, в школах тестирование проводится. Все это, опять-таки, идет в рамках всемирной стратегии. Поэтому я вас благодарю за внимание. Если я вдруг вам пригожусь, я есть в социальных сетях, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. Всегда отвечаю, пусть даже и с задержкой, на вопросы. И я очень люблю Булгакова и процитирую в завершении его выражение из «Мастера и Маргариты», что бы ни говорили пессимисты, Земля все же совершенно прекрасна, а под Луной и просто неповторима. Желаю вам всем здоровья, успехов. У нас с вами есть немножечко времени. Если есть вопросы, я сейчас посмотрю, я готов на них ответить. Если у вас появились новые, вы, пожалуйста, пишите их. Там вот сбоку есть такой раздел «Задать вопросы», либо чат. Я сейчас посмотрю. Презентацию я завершаю. Презентацию я отправлю вашим организаторам буквально по завершению на e-mail. И она будет в вашем доступе, если вам она будет интересна. Вы связываетесь с вашими организаторами данной видеоконференции, и вы без проблем слайды эти получаете. Если вдруг что-то, всегда можете сослаться на меня, на мои презентации, без таких проблем. Кому есть нужны более индивидуальные консультации, вот есть мессенджеры, я всегда ваш. Спасибо за внимание. Я выхожу с этого экрана, перехожу на экран видеосвязи. Если вопросы есть, пожалуйста. Здесь интересный вопрос по электронным сигаретам. Электронные сигареты – это соединения, которые содержат либо содержат никотин. Если это никотин, то на мозг, как и обычная сигарета. Ничего сверх или худшего электронные сигареты не приносят, но и меньше вред от них тоже нет. Есть немного доказанный меньший вред из-за сниженной канцерогенности, но при этом есть больший вред из-за формирования зависимости. А влияние на центральную нервную систему все то же самое. Азат Раилевич, может еще вопрос, да? Я вас слушаю. Вопрос.
Да, все-таки вот хотелось бы услышать, какие все-таки основные тенденции в организации профилактической работы с детьми. Вот вы ссылались на Всемирную организацию здравоохранения. Что они рекомендуют, в каком аспекте больше сделать аспект или ключевое какое-то направление сделать в организации профилактической работы? Вот это можно будет осветить более подробнее? Ох, вы знаете, как это довольно сложно осветить подробно, но, во-первых, сейчас, конечно же, нужно делать переход от императивного указания детям, что делать, потому что вот я смотрю по своим детям, они знают даже в чем-то больше, чем я. Сейчас уровень развития интернета и подверженности критике нашим действиям гораздо выше, чем было в нашем детстве. И поэтому, если мы с ними работаем, то мы должны однозначно говорить достоверную информацию без обмана, в то же время вести с ними, ну, все-таки уважительные, доверительные отношения с детьми. В последнее время идет тенденция к тому, что все-таки мы профилактику проводим не сплошную профилактику всем и кому не попадя, да, классу, прочее, а все-таки рекомендации ВОЗ идут о персонифицированной профилактике. Поэтому как практикующему психологу, допустим, в школе, я думаю, необходимо анализировать весь поток, всю когорту подростков и уже отбирать непосредственно для работы, опять-таки, с соблюдением персональных данных, соблюдением конфиденциальности конкретного подростка и после получения информированного добровольного согласия работать с ним на профилактических мероприятиях. То есть сейчас весь мир, что фармакотерапия, что психотерапия, что профилактика, переходит на персонификацию. Универсальных рецептов уже нет, алгоритмы запугивания не работают, наоборот, приносят вред и протест. Поэтому я считаю, что это только персонификация работы. Азат Раилевич, Да. Извините, вы включите, пожалуйста, свое видео, а то мы вас не видим, мы стол только видим. Видео вы экран оставили, а видео не включили. Чтобы вас мы все видели. Все, сейчас. Скажите так, вопрос. Позднее употребление алкоголя, это, на ваш взгляд, какой возраст? Нормальный физиологический прием алкоголя все-таки over 21, после 21. Сейчас у нас идет увеличение возраста инициации приема алкоголя. Я считаю, что проба возможно после 18 однозначно, но уже употребление, скажем так, осознанное может быть только после 21 года. Если мы сейчас говорим про поздний прием алкоголя, то это прием алкоголя, возрастной прием алкоголя, это прием алкоголя после 65. По выходу на пенсию это отдельная уже проблема, это отдельная медицинская проблема, и мы сейчас ее из изменения пенсионного возраста увидели ее актуальность. Так, у нас сейчас общество очень толерантно относится, и особенно дети, современные дети, которые рождены после 2000-х годов, они более толерантно относятся вот к такой информации и к алкоголю, и к наркотикам. Вот. То есть среди молодежи существует некая такая установка толерантного отношения. Как изменить эту толерантную установку? Я не знаю, может быть, и средства массовой информации могут к этому подключиться. Родители на сегодняшний день бессильны вот в этом направлении, поэтому что вы можете посоветовать? Вот как? Ну, во-первых, с тем, что толерантность снижается, я не согласен, могу поспорить. У меня под рукой последний отчет ВОЗ о алкополитике России за 2018 год, который опубликован в журнале «Ланцет». Он есть в свободном доступе, можете прямо даже набрать ВОЗ, отчет по России. И там показано, что меры ограничения, эти как, допустим, пропаганда пива, реклама, ограничение возраста продажи алкоголя, устрашения, такие как КДН, прочие, они все-таки работают. И сейчас подростки, в том числе и молодые люди, которые рождения после 2000 года, они относятся к алкоголю гораздо менее толерантно, чем к алкоголю относились подростки моего возраста. Когда это, 90-е годы, когда это было вообще как бы бахвальство. Сейчас тренд питья алкоголя, и он резко снижается, и происходит увеличение возраста
поступления пациентов в клинику. Если это раньше были пациенты все-таки, сейчас пациенты все больше и больше идут к возрасту 50 и выше. Поэтому, а как здесь быть? И родители не справляются? Ну как? Есть свой пример, показывать семье. Если, конечно же, грубо говоря, мы видим семью, где родители пьют, приходят пьяные, и все это на уровне, скажем так, поддержки и терпимости, конечно, ребенок закрепляет модель поведения, паттерны и начинает вести себя точно так же. У него пример-то родители. Потому что на экране курение ограничили, прием алкоголя практически уже нету. Ну, то есть сейчас уже пить становится все меньше и меньше модно. Это я говорю все-таки по студентам, наверное, нашего университета, я общаюсь. Становится модным тренд на спорт, на замещение удовольствия. Все равно удовольствие детям надо. Удовольствие подросткам надо, и они его получат все равно. Лучше бы они получат физиологическое удовольствие через спорт, через эмоции, кружки, нежели через подвалы, коньяки и наркотики, конечно же, да. А вот смотрите, как вы относитесь к программе 12 шагов? Все-таки она более действенная или как? Все-таки вот как мне бы хотелось услышать и ваши вот. Знаете, программа 12 шагов – это единственная программа, которая доказательна в отношении лечения и профилактики вторичных осложнений уже из алкоголя, которая доказательно помогает и работает. Единственное, что программа 12 шагов – это очень старая программа, как вы знаете, программа 30-х годов прошлого века, она сделана на основе американской программы, ее модернизации, такие как Миннесота, да и ТОП, они активно применяются. Я как доктор, я программу эту рекомендую. Единственное, что у нас в России, как и много всего остального, программа 12 шагов превратилась в определенную форму заработка для нечестных реабилитологов. И ее настолько исказили, и остается как бренд 12 шагов, а сама по себе 12 этих вот ступеней, но фактически это не программа, это зарабатывание денег. Если мы говорим сейчас про вот это вот изменение наше, скажем, то, что вот мы сделали в нашей стране с этой программой, конечно же, не правильно. Если программу делать правильно и по критериям, то она очень хорошая и стоит ей пользоваться. Я рекомендую ей. Потому что вот я общаюсь со студентами и со школьниками, они мне говорят о том, что все-таки ранние сроки употребления алкоголя и наркотических средств уже доходят до 7, 8, 9 лет. Да. То есть вот как-то вот так. Вот я общаюсь с этими социальными приютами и с детьми социальных приютов, они как раз-таки убедительно говорят о том, что в неблагополучных семьях они уже имели первичное употребление химической зависимости и в 6 лет, и в 7 лет, и в 12 лет. В общем, среди неблагополучных... Нам сегодня привезли ребенка с алкогольным отравлением, которому 5 лет. Он систематически пьет алкоголь, ему наливают его приемные. Уже да. Такие вещи есть, но это все-таки чуть меньше стало системно, чем было раньше, по статистике. Угу. Поэтому... ладно, надеяться, проводить профилактическую работу и первичного уровня, да. Больше усиливать работу в этом направлении. Вопрос все же сложный, очень сложный, поэтому спасибо вам за информацию. Услышали новую информацию. Спасибо, Азат Раисович. Коллеги, очередные пока вопрос готовите. Уважаемые участники, не все зарегистрировались. Пожалуйста, запишитесь, кто вы, фамилия, имя, отчество, откуда должность, пожалуйста, ладно? Еще у кого есть вопрос к Азату Раилевичу? Азат Раилевич, у вас нет к тезке вопроса? Пока особых нет, только потом возникнут. Пока я только рассказывал и особо и не слушал обратную связь. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы вот эти наши знания остались как вот именно как наши знания теоретические. Дай бог, чтобы вот нам практически не пришлось бы применять. Вот это хорошо было бы. Конечно, но, к сожалению, придется, я думаю, учитывая ситуацию и то, что сейчас творится в мире, я думаю, мы ждем обострения и изменений. Конечно, мы все педагоги, все родители, поэтому мы должны это знать.
Коллеги, еще есть вопросы? Молчат, да? Тогда, Азат Раилевич, огромное вам спасибо. Вам спасибо. Спасибо за очень интересную лекцию. И спасибо, что столько времени нам уделили. Мы надеемся, что с вами будем на связи. Конечно, Да, конечно. желаем вам удачи, успехов, здоровья. 36,6. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания, спасибо.